Эта патриотическая песня из уст победительницы конкурса «Татлысес-2015» Идиле Апсаитовой звучала на крымско-татарском празднике Хыдырлес в Германии, который провели в минувшие выходные в городе Ваймер. Эльвис Челпух в Германии не так давно, но с первых дней начал работать над созданием организации для сохранения крымско-татарской культуры вдалеке от родины. Вместе с единомышленниками они создали центр «Кырым Медени Меркезы», а 6 мая провели свое первое масштабное мероприятие «Хыдырлес». Для нас было очень важно воссоздать атмосферу Крыма и поделиться ею с нашими соотечественниками, которые живут вдали от родины. Очень важно было привить любовь к родному краю для наших детей, многие из которых никогда еще не бывали в Крыму. Ну и, конечно же, рассказать о нашей интересной и богатой культуре европейской общественности. На мероприятие приехали крымские татары со всей Германии, а также из Бельгии, Франции, Италии, Ирландии и Турции. На праздник пригласили мэра города и представителей общественных организаций, при поддержке которых провели Хыдырлес. Und hierher bringen wir jetzt die krimtatarische Kultur. Und ich finde, das ist großartig. Wir haben sehr viel Glück mit dem Wetter. Wir haben ein ausgezeichnetes Programm. Und wir haben ganz viel Interesse auch von den Deutschen hier. Wir haben Flyer verteilt, wir hatten Gespräche. Das war eine sehr gute Veranstaltung heute. Es waren viele Weimarer da, die sehr interessiert waren. Und sie haben viel gelernt über die Kultur der Krim. Und ja, ich glaube, das hat das Interesse für mehr Veranstaltungen dieser Art geweckt. Концертную программу украсили солисты ансамбля «Атеш» и певицы Идиле Апсаитова, Ленара Усманова и Айша Ибрагимова. Для гостей также проходила ярмарка с работами народных мастеров и конкурс детского рисунка «Гузель Кырым», где каждый маленький участник рисовал Крым таким, каким его представляет. О масштабном праздновании крымско-татарского праздника Хыдырлес написали и местные газеты. В нашей организации запланировано много очень интересных творческих проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшее время. И также очень надеемся, что наши соотечественники, проживающие в других странах, в ближайшее время также смогут организоваться в инициативные группы и реализовать очень много интересных и полезных для народа проектов.